Доброе утро! Чеченский государственный педагогический университет создал первый на Северном Кавказе ресурсный центр по развитию навыков проектной деятельности у студентов. Мы пригласили в студию ректора Чеченского государственного педагогического университета Хожа Ахмеда Халадова. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, подробно, как будет проходить работа центра. Действительно, у нас заработал Центр развития компетенции, ресурсный Центр развития компетенции в рамках соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации, правительством Чеченской Республики и нашим университетом. Это программа по подготовке тьюторов, по внедрению программ повышения социальной активности и формирования гражданской идентичности обучающихся в общеобразовательных школах. И все это происходит в рамках федеральной программы развития образования. Пока у нас было первых 3 образовательных семинара, который проходил сначала для педагогов, организаторов, людей, которые работают непосредственно в школах, 50 человек. Раньше это называлось работа вожатых, организаторов по воспитательной работе и так далее. Семинар проходил для этой категории людей, и потом пришло 2 образовательных семинара, это уже для студентов. Все эти люди, которые прошли подготовку, будут командой работать в школах. Если говорить о самом центре, то это только начало, и в дальнейшем планируется, что эта работа будет расширяться. На сколько мест рассчитан центр? Центр будет ориентирован на отдельные виды программы. Дело в том, что этот проект мы выиграли у Министерства образования, и он рассчитан сейчас уже на, как я сказал, 50 школ. Но это только начало. В данном случае, поскольку я говорил о гражданской идентичности обучающихся, мы планируем, что мы попробуем наладить сетевую работу. То есть с нашими преподавателями и с нашими студентами работали эксперты Росмолодежи, специалисты из Московского педагогического государственного университета, из других вузов, из Всероссийского детского лагеря «Смена» и так далее. То есть большое количество людей. И здесь на базе нашего университета мы опробировали все те современные навыки проектной деятельности и игровых видов деятельности, которые существуют. Дальнейшая эта модель мы планируем, что будет опробирована на Северном Кавказе. То есть есть у нас понимание с Министерством образования и науки Российской Федерации, что такая работа необходима. Но надо сразу понять, что перед началом всей этой работы мы рассказали о том, какая работа проводится у нас в республике по воспитательной работе, немного раскрыли о концепции духовно-нравственного воспитания, которая была утверждена главой республики. И это заинтересовало наших коллег из Москвы. Так получилось, что наш проект поддержали. Сейчас мы попробуем ресурсный центр опробировать именно на российском движении школьников, пока 50 школ. Но в дальнейшем будем расширяться, по крайней мере, уже есть какие-то заказы. Если вернуться немного в предысторию, чем была вызвана инициатива создать данный проект? Есть крайняя необходимость, чтобы в целом в Российской Федерации знали опыт воспитательной работы у нас в республике. К сожалению, многие этого не знают. Знают о принципиальной активности, гражданской патриотической активности главы республики, но то, что под этим стоит целая система, начиная от детского сада, заканчивая Академией наук, практически все вовлечены в эту работу. Этого не знают. И у нас было желание, чтобы люди могли посмотреть, как эта система выстроена. Сюда привлечены практически все: и духовное управление мусульман, и телевидение, и общественность, и образовательные организации, и родительские сообщества, общественные организации. Спасибо, что пришли к нам сегодня в Спасибо. студию. А мы желаем вам успехов в развитии ресурсного центра и не только его, и остальных ваших проектов. Спасибо. Спасибо большое. А мы продолжаем. Далее рекламная пауза. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.